Добрый день, дети. Приглашаю вас на урок обучения грамоте. Так, откройте, пожалуйста, тетрадки, запишите сегодняшнее число, самостоятельная работа. Минутка чистописания. Филин не к добру кричит. Второе задание. Спешите, вставляя слоги жиши. Для этого вспомните орфограмму жуши. Пиши с буквой И. Белый снег пушистый в воздухе кружится и на землю тихо падает, ложится. Вспомним, что такое звуки. Итак, звуки мы говорим и слышим, буквы мы видим, читаем и пишем. Звуки бывают гласные и согласные. Гласные бывают ударными и безударными. Согласные бывают мягкими, звонкими, глухими и твердыми. Что мы знаем о звуках и буквах? Что мы знаем о буквах Е, Ю, Я? Так, посмотрите-ка, ребятки. Раки выросли на грядке. В березками детей притаился старый день. Что заметил при чтении двустишия? Прочитайте их правильно. Найдите слова из 4 букв. Теперь, следующее задание. В каком слове звуков меньше, чем букв? Прием, мыкся, люк, бьют. Для этого вспомню звуковые домики. Лента звуков и букв. Теперь дайте, пожалуйста, загадки про насекомых. Самого не видно, а песню слышно. Летит, пищит случай, не упустит, сядет и укусит. Отгадка. Комар. Над цветком порхает, пляшет, веером узорным машет. Отгадка. Бабочка. Итак, следующее стихотворение. Следующая загадка. Не шутите вы со мною, укусить могу порою. Запросто могу обидеть, коль наступишь не увидев. Не смотри, что рост мой малый, я в длину зато пошла. Как зовут меня, друзья? Ну, конечно же, вместе змея. Молодцы. Следующая загадка. Окраска сероватая, повадка вороватая, крикунья и хрипловатая, известная персона. Кто она? Ворона. Молодцы. А теперь откройте учебники на странице 46 и прочитайте упражнение 1. Отгадайте следующее животное. Сегодня мы познакомимся с произведением писательницы Валентины Асеевой, а для начала познакомимся с ее биографией. Итак, Валентина Асеева – великая писательница советского времени. Она родилась в городе Киев в 1902 году. В свободное время Асеева писала сказки, придумывала на ходу различные истории. Она всеми любимая детская писательница. Чтобы узнать, о чем будет наша беседа, сначала отгадайте следующую загадку. Вы, наверное, думаете, за сегодняшний день очень много загадок, но наша тема в какой-то степени связана с загадками. Из муки рассыпчатой, сладкая печатная, формой узорчатой, да в печи печеная. Всяк ест с наслаждением, вкусное. Все вместе. Печенье, молодцы. Прочитайте рассказ «Печенье» и ответьте на вопросы. Почему мальчики выгребли печенье и разложили на 2 кучки? Как ты думаешь, изменилось ли настроение у мамы и бабушки в конце рассказа? Закончи составление плана. Так, я вам предлагаю первое – подготовка к чаепитию. Второе и третье закончите сами. Придумай продолжение этого рассказа. 2-3 предложения и запиши в тетрадке. Домашнее задание. Упражнение 2 письменно. Звуковые схемы составлять не нужно. Раздели слова на слоги и выполни фонетический разбор слова «комар». Можете посмотреть на странице 21 звуковую ленту. Прочитать на странице 47 упражнение 3 и пересказать. Спасибо за внимание.